Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в форуме «Российская энергетическая неделя», где представляет проекты развития топливно-энергетического комплекса Якутии. Форум развернулся в московском манеже и стал основной площадкой для обсуждения актуальных вызовов, с которыми сейчас сталкивается энергетический сектор экономики. Какие актуальные задачи стоят перед нашей республикой в сфере энергетики? Станет ли тепло дешевле? Нам расскажет наш корреспондент Айсена Бурнашова. Она на прямой связи со студией. Айсена, приветствую, передаю тебе слово. Приветствую, коллеги, приветствую из московского манежа. Только что у нас закончилось заседание с участием главы Якутии Айсена Николаева. И, собственно, во время этого заседания Илдархан и озвучил актуальные задачи, стоящие перед Якутией касательно энергетики. Прежде всего, речь идет о переходе на возобновляемые источники энергии. И, как отметил глава Якутии, для Якутии, особенно ее арктической части, это вполне естественный процесс, так как для децентрализованных энергосистем это и экологично, и экономически выгодно. Также вместе с возобновляемыми источниками энергии в Якутии постепенно обновляют и традиционные дизельные станции. Они потребляют все меньше топлива, отметил глава Якутии, что опять же говорит об экологии и экономии. И, конечно, сегодня многие спикеры утверждали, ставили на первое место качество жизни якутян, повышение качества жизни каждого жителя нашей республики. И, собственно, предлагаю послушать. У нас в Якутии 143 электростанции дизельные. При этом мы сейчас с помощью Русгидро в целом можно сказать, что уже построили за последние годы 29 объектов возобновляемой энергетики. В том числе 28 солнечных электростанций, один ветродизельный комплекс в Тиксе. 143 неудаленных населенных пункта. Это люди, которые там 200, 500, от 200, там и выше, где-то 500-700 человек проживают. И для них вот эта возобновляемая энергетика, она даже больше эмоций приносит. Люди сидят всю жизнь дизелями. Тот положительный эффект, который мы получаем от людей, даже вот в этом небольшом количестве населенных пунктов, он значительно перекрывает ту ауру, которую им дают, это значительно там даже больше, чем какие-то большие объекты. Возобновляемые источники энергии нужны там, где они необходимы. Это, конечно же, роль для жизни арктических регионов. И поэтому в республике и идет параллельный курс на дизельные станции в том числе. Так, за последние 2 года в 2 раза увеличился прирост мощностей солнечной энергетики. И по соглашению с Росгидро до 2024 года планируется модернизация 73 дизельных электростанций. Сегодня, например, 6 комплексов уже введены в работу. Мы в прошлом году на Восточном экономическом форуме как раз запустили первую тогда станцию, Табалахскую, в Верхоянском районе. Она у нас за год, при том, что в планах у нас было, что она будет экономить около 25% топлива, она сэкономила свыше 50%. По другим станциям, которые сегодня работают, мы видим тоже, что экономия топлива, она, конечно же, гораздо больше, чем мы планировали. Ну и третья актуальная задача, которую сейчас глава Якутии ставит перед нашей республикой, это энергетическое сердце Якутии. Им могут стать атомные станции малой мощности. Так, например, в поселке Усть-Куйга в 2028 году планируется ввод в эксплуатацию такого проекта. И если в настоящее время тариф генерации дизельной станции, например, в поселке Депутатский Устьянского района составляет 88 рублей, то после введения в эксплуатацию станции малой мощности тариф составит 24 рубля 40 копеек. Сплошные выгоды. Пока это все к этому часу. Айсена, спасибо за информацию. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Айсена Бурнашова.